В ходе учебных методических сборов была организована выставка, подготовленная организациями, специализирующимися на реализации средств индивидуальной защиты, пожарного оборудования, системы оповещения, изготовления стендов и наглядной агитации в области ГОЧС и пожарной безопасности. Мероприятие началось с осмотра спецтехники, оборудования и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие руководители города, работники организации, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС. С общей обстановкой в Сибае за прошедший год присутствующих ознакомил исполняющий обязанности первого заместителя главы городского округа Ильфат Сафин. Деятельность Сибайского звена Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2015 году осуществлялась в непростых условиях, связанных с кризисными явлениями в экономике, так называемой оптимизации, и была направлена на решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, на ликвидацию пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах. В 2015 году чрезвычайных ситуаций техногенного характера не произошло. Также он озвучил основные задачи на текущий год и направления, по которым необходимо вести упорную работу и устранять недочеты. По словам выступающих, несмотря на непростые условия, задачи, поставленные на 2015 год в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в основном выполнены. Однако есть и направления, по которым специалистам стоит усиленно работать и в 2016 году. К примеру, отмечается рост количества аварийных ситуаций в тепловых сетях и пожаров. Первое место в печальной статистике занимает автомобильный травматизм. В 2015 году на дорогах Сибая зарегистрировано 781 дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, 2 случая закончились гибелью людей. В прошлом году природные явления стали причиной обрушения крыши дома по проспекту Горняков. Ну а самой большой потерей 2015-го считается здание Сибайского концертно-театрального объединения. В единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило более 20 тысяч обращений, почти половина из которых оказались ложными. Как отметили выступающие, в большинстве чрезвычайных ситуаций причиной является человеческий фактор. И, как всегда, упор был сделан на то, что профилактика – лучшее спасение. В этом отношении в 2015 году была проведена целенаправленная работа. Основными приоритетными направлениями в этой работе являлись развитие нормативно-правовой базы в области ГОЧС и пожарной безопасности, формирование механизмов реализации положений федеральных законодательных нормативных правовых актов, совершенствование системы управления и оповещения, развитие сил гражданской обороны и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области ГОЧС и пожарной безопасности и подготовка формирования гражданской защиты. Далее участники учебно-методического сбора стали свидетелями показательной тренировки на базе Сибайского института. Елена Афанасьева, Гульхамитов, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.